вечер, хайрли кишлер, диппетингс гайтабес. Всем здравствуйте! Мы приветствуем вас на финальном. На финальном полуфинале, можно ли так говорить, не знаю, но тем не менее это пятый полуфинал третьего сезона Татарстар Наследие. Если вы по какому-то неимоверному стечению обстоятельств смотрите нас впервые и не понимаете, что здесь происходит, тогда я вам расскажу. Пункт номер один – это наше достопочтенное жюри, которое мы представим чуть-чуточку позже. Спасибо вам, что вы сегодня с нами. Я ведущий этого шоу Нияз Хайруллин. А что же происходит в этом шоу? В этом шоу Татарстар Наследие мы собираем участников, которые ярки талантами. Они могут танцевать, могут читать стихи или, в конце концов, петь. И все это в этом сезоне, в отличие от предыдущих двух, должно было происходить на татарском языке. То есть, если песня, она на татарском, если стихотворение, то, конечно, татар-тилинде, разумеется. Ну, а если танец, то по татарскую музыку. Хотя вот тут вот был небольшой такой лайфхак, потому что танцевать-то можно было танец не татарский, но тем не менее музыка должна была быть татарской. Вот, собственно, это пятый полуфинал. У нас было 6 отборов, из которых мы выбирали участников полуфинала. И теперь у нас полуфиналы. Из каждого у нас в финал отправляется 2 участника. И вот сегодня из 7 полуфиналистов мы выберем 2 финалистов. А финал всего действия состоится 19 числа. То есть, если моя голова прекрасно все помнит, то это воскресенье 16:00. И посмотреть это все действие можно будет точно там же. Татарстар, официальное сообщество ВКонтакте, смотрим, кликаем, отправляем ссылочку. В общем, все это будет там. Если вы, наши дорогие, спросите, за что же борются наши участники, для чего они стараются, то вот наконец-то мне принесли показать, что, собственно, мы будем дарить. Пункт номер 1 за 3 место, вот такой, в кадр вот влезло, вот такой замечательный iPhone 11 на черненького цвета на 128 гигабайт, вот это за 3 место. За 2 место вот такой вот цвета, какого цвета, белого, прекрасный, тоже на 128 на огроменной памяти, белый iPhone 12, и тому человек, который у нас, собственно, займет место первое, вот такой 12 Pro, большой самый, но тоже на 128 гигабайт. В общем, если все эти призы перевести в денежный эквивалент, то получается весьма и весьма неплохо. Так, все, обязательную информацию вроде бы я сказал, а теперь, собственно, надо представить наших жюри. И первая наша гостья – лауреат всероссийских международных конкурсов, солистка Казанской городской филармонии Саида Мухамедзянова. Аплодисменты. Саида. Всем привет! Хайрлы исәнмесез, дуслар. Барыгызга да уңышлар теләп калам. Сез инде барыгызда тырышлар һәм инде үттегез шундый этапка һәм мин сезне тәбриклим. Без кул шабабыз. Рахмат. Второй наш гость – это музыкант, автор песен и автор самого крупного YouTube-канала «Хижина музыканта в Татарстане». Самого крупного YouTube-канала в Татарстане. Канал называется «Хижина музыканта». Вот так, наверное, будет правильнее сказать. Выпускник Казанской консерватории Раиль Арсланов. Раиль, добро пожаловать! Всем привет! Хайрлы кишлер, барыгызга уңышлар телим. Погнали! Вот так, хорошо. И обворожительная, великолепная, наша ненаглядная певица татарской эстрады Рената Тей. Рената, welcome! Всем добрый вечер, и каждому участнику желаю сегодня только успехов. Уңышлар, дуслар. Вот так вот поприветствовали нас наши жюри вас, а я Нияз Хайруллин, ведущий всего этого шоу, человек, который здесь говорит уже, я сбился со счета какой выпуск, но мне сказали, что, собственно, чем ближе ты к финалу, наконец-то мне разрешат отсюда выйти, потому что я еще раз напоминаю, что финал у нас 19 числа 16:00, а одним из жюри, остальным жюри мы пока не скажем, это будет прям вот такой сюрприз, один из членов жюри будет сам Салават Абы или Салават Фатхуддинов, кому как угодно называть, но сам факт, что вот такой вот уровень жюри у нас будет в финале. Что ж, еще раз, сегодня из 7 участников только 2 отправятся в эту заветную десятку и станут нашими финалистами. А в перерыве нашего голосования, то есть какой принцип? Сначала мы с нашими жюри смотрим ваши, или не ваши, вот эти вот видео конкурсные работки, и мы ставим оценочки от 1 до 5. Может быть, кому-то даже повезет, и мы впервые за историю нашего этого сезона кому-то, может, даже поставим первый раз единицу. Может быть, сегодня и такое, как бы, кто знает, разрешили, сказали, ставьте вообще как хотите, все можно, собственно, всегда так и можно было. Вот потом мы проголосуем, мы суммируем наши все эти баллы, и потом голосовать уже будете вы, наши дорогие. На это мы вам выделяем, как обычно, 30 минут, и в течение этих 30 минут голосовать будете вы. Участники могут отправлять эту ссылочку друзьям, просить проголосовать друзей, в общем, и так далее. Через 30 минут потом мы снова собираемся и складываем наши, соответственно, наши голоса, наши баллы с вашими зрительскими. И
тот, кто собирает больше всего баллов, отправляется у нас в финал. Вот именно из 7 участников двое. А, собственно, вот в эти 30 минут перерыва выступит для вас, ну и для нас здесь нас тоже порадует, обладатель Гран-при Вагапского фестиваля, популярный певец татарской эстрады Ранис Габбазов. Вот так вот. Ему заранее мы поаплодируем. Так, про классные призы сказал, про финал рассказал, жюри представил. Сейчас я вот туда смотрю, далеко за камерой. Все, ничего не забыл, все про всех сказал. Что ж, все, мы готовы начинать к нашему жюри. Все готово, наконец-то. Все, не я, хватит болтать. Уже много. Идите, все. Первый участник нашего полуфинала, а если быть, вернее, участница, ей 14 лет, она из города Казани. Она с композицией «Мен ял яшер горор Казаным» из репертуара Алсу. Вот, а я не знал, что у Алсу в репертуаре есть такая песня, но тем не менее зовут ее Дарина Зиннатуллина. Смотрим. Хәерле кичләр барчагызга да. Мин Зиннатуллина Дарина. Миңа 14 яшь. Мин Казанда яшим. 179 гимназиядә белем алам. Җырларга кечкенәдән бик яратам. Чөнки җыр минем күңелемне күтәрә. Бүгенге көнгә мин музыкаль мәктәбен тәмамладым. Һәм балалар сәнгать мәктәбендә укыйм. Чөнки рәсем төшерергә бик яратам. Сезгә бүген Алсу репертуарыннан 1000 ел яшәр горур Казанның җырын башкарам. Рәхим итеп тыңлагыз. Был наш первый полуфиналист на сегодня, полуфиналистка, аплодисменты ей. Она этого заслуживает. Обращаюсь еще раз к жюри, скажу, у нас принцип такой, мы сначала каждый выказываем свое мнение, а потом уже ставим оценочки. Лично, наверное, от меня тут, поскольку я тоже, извините меня, участники, я вот не пою, не танцую, но мне сказали, не яс, ты тоже ставишь оценки. В самом начале, я честно, все помнят, в первом отборочном спросил, можно ли не яс, как такой самый бездарный здесь человек будет ставить всем пятерки. Мне запретили. Поэтому я еще мало того, что должен выказывать свое дилетантское мнение, еще и ставить оценки. По моему дилетантскому мнению, это хороший был бы номер на отборочный. Голос показан, костюм есть, сцена есть, но вот так вот какой-то изюминки, веселья некого мне не хватило, но, возможно, я не прав. Саида. Беренчедән инде Даринага бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Икенчедән ул үзен таныштыра белде татар телендә, саф татар телендә. Әлбәттә, бу әзер текст дип уйлыйм, ләкин ул барыбер әфәрин һәм җыры миңа бик ошады, аның сәхнәдә тотышу бик ошады, шуңа күрә мин анарга 5 куям. Ярар, Миша. Оценку тоже можно ставить, но лучше не надо. Сначала мы все говорим свое мнение, а потом ставим оценочку, это уже для следующих участников. Раиль, каково тебе? Ну, мне понравилось, честно. Очень подготовленный номер, имеется разговор в начале. Представление. Вот, вот ты удивишься, когда узнаешь, что они все здороваются сначала. Да? Хорошо, но это прикол такой. Ноты попадает и поет хорошо. Мне в целом понравилось, больше нечего сказать. Ну, конечно, чуть-чуть харизмы не хватило, наверное. Оценочку пока не ставим. Да. Ренат. Мне тоже номер очень даже понравился. Почему? Очень даже. Как Саида уже обозначила, и действительно, она смогла очень красиво, если даже у нее текст уже был заранее подготовлен, она очень красиво поздоровалась, во-первых, познакомила нас с собой. Внешний вид, конечно же, соответствует. Мне очень понравились движения рук, то есть она очень грамотно, не в нужное место, да, показывает нужными жестами. Ну и, конечно же, вокал тут мне очень понравился.
Окей, тогда оценка от тебя. 5, конечно же. Раиль? 5. Мен енді өзімнікін айттым, 5 лет. 4. Вот так вот сегодня я решил. Я был слишком добрым все эти выпуски. Я посмотрел, как ведет Сабиров. Он тут, значит, тройки ставит, двойки, а мне что нельзя. Нет, 4 искренне. Я больше чем уверен. Я всегда каждый раз, когда ставлю оценку, надеюсь, что моя оценка ни на что ровным счетом не повлияет. Но тем не менее, 4, 5, 5, 5. Великолепный результат для первой полуфиналистки. Аплодисменты Дарине. Второй участник, он уже постарше, ему 27 лет, у него композиция «Яшевеннің қадірін біліп бітірдім мекен». Яшевеннің қадірін Вот, біліп да, тут, бітірдім мекен. тут проблемы, видимо, были с транскрипцией. Музыка Терезарь Муртазин и слова Эльмира Жалилова. Зовут участника Ильдар Насыров, ему 27 лет, он из Казани. Смотрим. Исәнмесез, хәерле көн, хөрмәтле жюри агзалары, хөрмәтле Татарстан конкурсының караучы, безнең яраткан тамашачыларыбыз. Мин Илдар Насыров, миңа 27 яшь, хәзерге вакытта Казан шәһәрендә яшим, һәм дә инде 180-нче гимназиядә укытучы буларак эшлим. Сезнең игътибарыгызга яратып өлгергән җырымны башкарып үтәсем килә. Фирзар Муртазин көенә Эльмира Жалилова сүзләренә язылган «Яшәвеңне, кадереңне белеп бетердем микән» дип җырлап үтәсем килә. Сезнең игътибарыгызга. Ну и, конечно же, аплодисменты, конечно, есть. Молодец. Вот, давайте-ка, жюри, попрошу вашего такого разрешения. Мы будем по очереди сначала начинать с меня, а потом с тебя, Ренат. Давай. Все. Каково? Я Как, готова. Ильдар, выступление? Ну, смотрите, во-первых, педагог. Раз. Это, знаете, вот выйти, вот так вот спеть и держать себя уверенно. В нем, мне кажется... А может, он педагог пения? Все может быть, все может быть. Настолько он держится, какая у него харизма. И вот эти вот зажигательные, прям вообще, ну, круто. Мне понравилось. Прям такое настроение, позитив. Миңа калса, эфирин генә дип әйтәсем кала. Окей. Рэй? Ну, в этот раз харизма присутствует, позитив, но, наверное, все стандартно, все как всегда в татарской эстраде, поэтому я бы... оценку пока не говорю. Пока, да, нет. Ну, вот так вот. Саида? Илдарны күргәч, аның сөйләвен тыңлагач, ул чыннан да үзенә тарта торган кеше. Һәм инде анарсын аның җырлавын күргәч, шундый ачык күңелле кеше сәхнәдә үзен ирекле тота, ул ярата сәхнәне һәм бу инде видеодан да без күрә алабыз. Теперь мое мнение, мне больше, что я обращаюсь к жюри, скажу, что мне понравилось это видео. Мы не видели, знаете, видимо, может быть, у него в зале на концерте его лично тоже какие-то ковидные ограничения, но он пел, как будто там перед ним стадион. То есть он отыграл этот момент, он пел влево, он пел вправо. И действительно, что касается такого, что он педагог, да, было здорово, было зажигательно. Возможно, на фоне предыдущего полуфиналистки выглядело не так артистично, не так профессионально, но мне очень понравилось, поэтому оценочки начинаем 15 лет. Моя оценка 4. 4. Раиль. Моя оценка, к сожалению, 3. Вот так. Саида? 4 4. 5. Ого! Я решил сегодня всех удивлять. Педагог, смотрите, смонтировал сам. Он сначала поздоровался, и вот поэтому пятерочка. Все, вот, собственно, вот так вот. Круто! Итого 4, 3, 4, 5. Весьма-весьма неплохо. Что же, идем дальше. Я сейчас все перемотаю. Третья участница. 17 лет, и вот уже не песня, а стихотворение, собственного сочинения Балашаган Айсалу Мустафина. Внимание на экран.
Исәнмесез, минем исемем Айсылу. Миңа 17 яшь. Кичкенә чакта күп кенә бәйгеләрдә катнашып, урыннар яуладым. Бу елны мәктәпне 5 билгеләренә генә тәмамлап, Казан федераль университетының дошкольное образование бүлегенә укырга кирдем. Анда керүемнең иң төп сәбәбе балаларны ярату. Һәм бүгенге сөйлисе шигырем дә минем бала чагым турында. Сезгә минем шигырем ошар дип өметләнәм. Рәхим итеп тыңлагыз. Бала чакның нәни сукмагыннан килә кабат минем узасым. Урмандагы нәни йортка кереп, килә кабат изрәп йоклыйсым. Аннан торып, курка-курка гына әтиемне эзләп табасым. Һәм туйганчы буялып татлы балга бер савытны ялтыратып куясым. Кырга чыгып, печән җыйган җирдә килә үрлә-үрлә җиләк җыясым. Аннан әниемне сыйларга дип, аның кочагына чабасым. Бик килә шушы чакка кайтасым. Нәни генә кышык булып, урман эшләрендә чабасым. Ну, для начала, конечно же, аплодисменты. Мне понравилось все. Ну, честно, стихотворение, собственно, сочинение раз. Человек старается, учится и учится весьма неплохо. И так я уже заранее, может быть, так вот намекнул, какая оценка. Я думаю, что от меня какая оценка будет лично, не знаю, за остальные членов жюри. Этому человеку определенно нужен современный смартфон, чтобы она хорошо училась. Это раз, я так считаю. Два, единственное, что я не сразу понял, что там сзади пасека, такое вот все синенькое, в заборчиках. Я сначала испугался, думал, явно выбрали не тот фон, а это пасека, все нормально. Но стихотворение действительно классное. Саид. Менә сез әйткәнчә, беренчедән инде Айсылу үзе язган бу шигырьне. Әлбәттә, ул аны тоеп сөйләде, чөнки ул аның шигыре. Һәм инде миңа бик ошады, бик мәгънәле минемчә. Шул. Рай. Минем өчен бу бик идеальный номер, чөнки шигырь язучы кешеләр бүгенге көндә бик аз. Я по-татарски говорю. Без проблем. Без проблем. В общем, мне очень понравилось. Идеальный номер. Все шикарно. Рената? Я поддерживаю всех вас, мне тоже очень все понравилось. И знаете, пока я слушала, как она рассказывает, как она преподносит, какой характер она несет в этом стихотворении, я прям сидела и покрывалась, была вся в мурашках, в общем. Донести настолько, чтобы зритель, твой слушатель покрывался в это состояние, это знаете, это просто круто, потому что, ну, шундерсен айтам, молодец, безумно круто. Еще раз поаплодируем, нам уже не жалко. А теперь посмотрим, сколько не жалко баллов. Рената, оценка. 5 баллов, безусловно. 5 баллов тоже. Бишли? Я вот честно был добрым все выпуски, и сегодня я вот прям решил до всех докопаться. Ну, пожалуйста. А вот до нее не могу докопаться. Спасибо большое. Все. Ура! Пиши. Круто. Четвертый наш участник на сегодня, довольно-таки она юна, Асель Салахова, ей 9 лет, она из Казани, композиция «Бәйрәм бүгін». Это последняя часть поэмы «Әдәм балалары». Смотрим. Исәнмесез, дусларым, минем исемем Асыл, миңа 9 яшь, мин 3-нче сыйныфта Адымнар мәктәбендә укыйм. Мин Питрәш районының Богородск авылыннан. Мин яратам рус, татар һәм инглиз телләрендә җырларга. Хәзер мин бәйрәм бүген җырын җырлыйм. Күкләр тыныч, дөнья имин булсын, шатлык хисе тусын күңелдә. Бар җиһанны яңгыратып, бәйрәм җыры яңгырасын бүгендә. Бәйрәм бүген, бәйрәм өчен туган җиһан ямдәр бүген. Җәбраил шәфкать канатын дөньяга җәйгән бүген. Җәбраил шәфкать канатын дөньяга җәйгән бүген. И дусларым, тәбрик итәм сезне бүген. Бәйрәм белән тулган ай күк, хакына күңел
bak yerler. Tuğan aykuk hakkına könelimdeki bak yerler. Bayram bugün, bayram için tuğan cihan yandı. Конечно, аплодисменты. Теперь начинаем, Рената, с тебя. Да. Каково? Асель, для 3 класса это очень уверенное выступление, конечно же. Но так как мы оцениваем в целом номер, я бы тут немножко сделала бы замечание людям, которые ставили ей музыку. То есть нужно было предоставить, ну, хотя бы магнитофончик. Она танцует, она, согласись, Саида, когда музыка, она полноценна, не только твой голос, да, впереди, а и музыка сопровождает на уровне твоего голоса, естественно, и твое внешнее и внутреннее состояние двигается под тот же ритм и под свое исполнение. То есть исполнитель должен кайфовать от всего в принципе. А все остальное мне очень понравилось, молодец. Для 3 класса, мне кажется, эта песня немножко интонационно, да, какие-то моменты тяжеловатые, вот эти вот низкие, да, услышали, наверное, и немножко нужно было доработать, но супер. И такая уверенность, еще раз повторюсь, для 3 класса, потому что мой сын тоже в 3 классе, это просто что-то нереальное. Молодец. Класс. Раиль? Так, ну, во-первых, хочу сказать, что да, для 3 класса это просто уровень, из нее выйдет хороший артист, вокал в норме, просто не ту, наверное, песню выбрали, хорошо натренировали, все получается, только вот по организации можно Это было называется чуть лучше. репетировали. Да. Не тренировала. Но мне она симпатизирует, поэтому я поставлю хорошую оценку. А, вот так вот ты решил заинтриговать. Хорошо. Саида? Миңа Асель бик ошады. Һәм анарга рәхмәт әйтәсем килә. Миңа киресенчә бу җыр ошады ни белән? Беренчедән ул мәгънәле җыр сайлады. 3нче сыйныф өчен мондый җырлар җырлау ул чыннан да, ну, зур дәрәҗә. Әйе, һәм инде икенчедән менә оныттым нәрсә әйтәсем килде. Икенчедән ул инде чын артист күренеп тора, анарга бик ошый җырларга үзен сәхнә түгел инде моны тотышы белән. Монда барысы да күренеп тора һәм рәхмәт сиңа бик зур. Окей, от меня, Асель, во-первых, да, было классно, было прикольно, но мне кажется, наверное, я такой вот все-таки побуду сегодня немножко занудным. Песня тебе, вот эта, которую тебе выбрали. Если ты выбрала сама, то у меня еще больше вопросов. Если вы ее выбрали тебе, то явно она не твоя. Это слишком, наверное, песня смысловая. И тут вот неоднократно говорили 3 класс. Да, для 3 класса, для 9 лет это было очень круто, это было очень классно. Но когда человек 9 лет не может на самом деле прочувствовать, то есть тот смысл композиции, которую он исполняет, мне кажется, это немножко не то. Вот так вот я считаю. Если у нас можно было бы ставить, получается, начинаем оценки, если можно было бы ставить у нас по полбалла, я поставил 5 с минусом, а так 4. Саида? Миннән бишле. Бишле? Раиль? Миннән бишле. Ой-ой-ой. Так как я сама работала педагогом по вокалу и знаю такие моменты, к сожалению, я поставлю 4. Почему? Объясню, потому что есть к чему стремиться. Понимаете? Из-за этого твердая 4. 4, 5, 5, 4. Аплодисменты! Сегодня такой прям вот на испытании следующий. Я ожидал, что следующий участник, там ему 42 года, можно будет высказать все, что мы о нем думаем. Но нет. Рамазан Сибгатуллин из города Казани со стихотворением Равиля Файзуллина «Тугантель турунда бер шигыр». Ему 8 лет. Смотрим. Рамазан Сибгатуллин. Рамазан атлы шәп егет булырмын мин, дусларым. Казан қаласында яшәйм һәм беренчедә белем алам. Татарчаны чатнатып, сөйләп бирәм яратып. Тукайны да, Җәлилне дә, Шәүкәт, Роберт абыйны шигырьләрен яттан беләм, сөйлим төрле бәйгедә. Җырлар яратам, биеп китәм тыпырдап.
негізі шаңғышы яратқан шығыршынлап. Иреккен бүгін дүп Татарстар дейіп яна, туғаннарым, яқыннарым, зұрын ештілеп қала. Рауил Файзуллин туған тіл турында бір шығыр. Ей қардашым, бір қажетсіз қойшақ тілні шуындай бұзып сөйлейсің. Елі құлағын құрлап, халқыңның рухын ренжітемін деймейсің. Міскінләмә, бақы ғымыр келген тіл бойлығы ипмә қадірсіз. Бір ұласаң илахи бит, изгі кіші еткен ауаз, қайыр бір сөз. Хиш мәртәбет көд түгіл туған тілде жеңішіні қарап сөйлешу, күшлі ғырур сөйлеш. Керек екен хаким тіллер тұрсын кірлешіп, ирімесейін туған тілінің осыл бойлықларыны шарға. Біз ойымсыз болсақ, шейтатсыздар қазинаңны әзір болсарға. Она тілін оты бұзып, сөйлеп, кішілеген гіне түші бейт. Құрама тіл яман шер болып, яңға буынларға көше бейт. Көп тіллерні білу яқшы шығар, туған тілің үгі қалмаса. Жаның солып әйткен сөзің, сенің аша балаң аласа. Мәғлім, дүния күті заман үшін файдалырақ тіллер барыда. Тик шунсы хоқ. Фақат туған тілде иман ие кіші жанына. Келешекнің башы бүгінгеде, нинди шатлық, қартлық күніңде, нұқларың сыңа рахмет әйтсе, матур етіп туған тілінде. Аплодисменты! Рамазан, жаным, искиткіш. Вот так я лично от себя скажу. Единственное, что тут, наверное, такая техническая от меня, вот в моем мнении, музычку чуть-чуть сделали громче, нежели делал сам Рамазан. Что касается прочтения стихотворения, вот так вот будем. Рамазан почти не вспоминал, то есть он не поднимал глаза куда-то сверху, не искал, ему не... И самое, что удивительно, обычно, когда таких юных участников, юных артистов, там вот 8 лет, когда их чему-то учат, их заставляют что-то вспоминать, всегда очень характерно смотреть по видео, когда они вспоминают какое-то движение, в этот момент они смотрят куда-то за камеру. А здесь Рамазан все точки, которые он должен был сделать, все акценты он знал наизусть. Он где-то терялся в словах, и там уже начинал искать человека, который, возможно, ему мог бы подсказать, но слова-то так не подскажешь. Поэтому, что касается подготовки, репетиций и того, как он чувствовал все, что он хотел этим стихотворением сказать, классно. Плюс костюм, плюс нашли красивые ворота. Bu Tatar bistesinde. Татар бистесінде, это в Новой Татарской Слободе, где-то в районе озера Кабан. Класс! Вот лично от меня мнение. Саида. Рамазанны тыңлап, мындай мәгънәле шигырьне тыңлап, татарча сөйләшәсе килә бит. Татар телендә генә. Һәм әлбәттә Рамазанга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Минем чыннан да менә кастаннарым булды Рамазан сөйләгәндә. Һәм инде монда күренеп тора, ул мәгънәсен аңлап сөйләде. Һәм инде ул шундый милләт кешесе, ватанны ярата торган малай күренеп тора. Рәхмәт сиңа. Рай. Рамазан, отдельно этим словам можно поаплодировать. Да. Рамазан очень артистичный персонаж, чтец, из него выйдет очень классный чувак. И прочтение мне тоже понравилось. Передаю очередь. Спасибо. Мне тоже безумно понравилось. Молодец, Рамазан. Настолько идет от тебя такое тепло, такая энергия. Действительно, после твоего рассказа охота разговаривать только на татарском. Безумно красиво рассказал, безумно красиво себя держишь. Будь всегда таким же уверенным в себе. Молодец. Оценочку. 5. Раиль. 4. Саида. 5. Я искренне не знаю, как проголосуют наши зрители, но лично я очень, Рамазан, хочу увидеть себя в финале в это воскресенье. Поэтому 5. Аплодисменты! Шестой участник из города Уфа. У нее авторский танец под композицию Уйламада из репертуара Элвина Грея. Уйламада, я рад. Из репертуара Элвина Грея зовут участницу Лариса Ахмадиева. Уфа, 29 лет. Внимание на экран. Всем привет! Я Лариса Ахмадиева. Мне 29 лет. Я живу в городе Уфа.
На данный момент я уже не учусь, но закончила хореографическое училище имени Рудольфа Нуриева и сейчас работаю артисткой балета в этно-шоу проекте «За неделю». А также я работаю с детьми и обучаю их танцевать. А сейчас для вас я хочу исполнить свой авторский танец на композицию «Уйламада» в исполнении Элвина Грея. Уйлайман, уйлайман, аманда уйлап туймайман. Сулар сулашка сыймайман. Үнәрім тенің уйлайман. Уйлайман, аманда уйлап туймайман. Сулар сулашка сыймайман. Үнәрім тенің уйлайман. Башқа ярына уйламады. Бақытым менің ятны тыңламады. Жанымнан менің сен сызлатпады. Сен менің жүрегімді яралама. Башқа ярына ойламады. Бақытым менің ятны тыңламады. Жанымнан менің сен сызлатпады. Сен менің жүрегімді яралама. В первую очередь, конечно, аплодисменты, а теперь мнение. Рената, Мне понравилось. песня или танец? Ну, знаете, песня, он проносит сдаю. А танец, это, не знаю, настолько легко, настолько свободно, настолько молодежно, современно это все было, без абсолютно всяких каких-то напряжений, какое-то вот чувство, даже вот это вот движение головы, там, да, глаза, то есть это настолько было гармонично все, и песня, и сама девушка, и сам танец, мне понравился. Класс. Немножко в этот раз с тобой не согласен, не хватило легкости, на мой взгляд, и не знаю, почему она выбрала именно эту песню. Для танца, наверное, не сильно подходит. Вот. Ну, в целом нормально, да, хоть и сравнивать не с чем сегодня, потому что танцев не было. Окей. Так, Саида. Мен сықланып қарап отырдым, чөнки қызғанышқа қаршы мен алай да бей білмейм. Һәм инде бик зур рәхмәт әйтәсем килә Лариса бит. Лариса. Ларисаға бөтен хәрәкәтләрендә миңа калса иркенлек күренеп тор. Ну, мин аны күрдем, мәсәлән, үзем. Бик эффектно булды. Можно? Я Конечно, продолжу? конечно. И еще скажи, Саида, то, что хоть она и русская, она танцевала на песню, которая звучала на татарском. Она просто хочет айфон. Да. Она просто, у нас тут такие были. Думаешь. Окей, а я скажу так вот от себя, тут уже не в контексте, хоть она там и русская и так далее, я скажу немножко от Ларисы ее уважение к контексту конкурса, поскольку конкурс относится к татарской эстраде, а танец, несмотря ни на что, у нее был весьма и весьма чувственный и такой женственный. Но поскольку искренне надеюсь, что это не совпадение, Лариса действительно отдает себе в этом отчет и сделала это специально, поскольку у нас участвуют и дети, и пожилые люди, читают стихотворение, несмотря на чувственность этого танца, скажем так, ее сценический костюм в этом танце был весьма-весьма аккуратен. Вот так. Согласна. Вот, несмотря на то, что было очень много женственности, ее бы нашел, то ее искал. То, получается, я ее искал. Получается? Получается, да, и увидел, но это не выглядело лишним, поэтому, Лариса. но поскольку мне действительно, наверное, мне чуть-чуть, но зато другого, мне чуть-чуть не хватило, собственно, в этом танце танца. Танца мне показалось мало, поэтому 4. Саида? Вишли. Вишля. Раиль? Оценочку? А оценку? Тоже надо. Не говори. Можно не ставить, по сути. Не говори, что 3. К сожалению, Ладно, 3. 3. А я поставлю 5. Итого. 5, 3, 4, Нет. 5. 5 же у Саиды. Ой, прошу прощения. 5, 3, 5, 4. Жюри сошло с ума. Надеюсь, вы правильно там все записали. Что же, все, ребят. А раньше надо... Что, подожди, что не так? Да подожди, говорю, все, ребят, а раньше надо было. Я вам сколько раз кричал? До 17 сентября мы принимаем заявки. Там, я вам кричал, присылайте заявки, у нас будут отборочные, мы посмотрим, вы пройдете. А все, а раньше надо было. Потому что у нас сейчас последний полуфиналист и последний претендент, чтобы пройти в финал. Вот, видите, даже у нас тут он. Вот так вот. Все. А может, не будем смотреть? Нет, надо.
Да ладно, конечно надо, потому что композиция номер из репертуара Ильшата Сафина, 16 лет участнику Октаныштан Ильмир Загердинов. Внимание на экран. Xayrli kiş isensiz. Min Elmir Zagirtinov. Миңа 16 яш. Туым белән Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәрип улы Шәймиевның туган ягы Актаныштан. Хәзерге вакытта 10нчы сыйныфта укыйм. Кичкенәдән үк җырларга яратам, гитарда уйный беләм. Бер җөмлә белән әйткәндә, иҗатка гашыйк кеше. Ярым финалда сезгә Ильшат Сафинның Гомер дигән җырын башкарып китәсем килә. Рәхим итеп тыңлагыз. Эй син яшьлек, гүзәл яшьлегем дип, җырларыма кушып җырлыймын. Мең сынаудан торган тормышымнан, бу дөньядан һич тә туймыймын. Yıllar ötkenige yaşayım sulayım hamede bäxetlimin kıyaşlı günlerin kütkende vakit digen gümür tegermeşin tuktamıyda alga deyip yaşayanlar gene alar barsına da ülgüre Gamer, gamer, gamer o da birse. Аплодисменты! Оу, это у нас был 7-й полуфиналист. Вот так вот получилось, что полуфиналистов у нас в этом заключительном полуфинале 7, а не 6, как предыдущих. Это был Ильмир Загердинов, 16 лет, 11-классник. Вот так вот мнение, мне понравилось. Было хорошо. Единственное, наверное, гитара такой инструмент, который может сделать, наверное, лучше практически все. Здесь этого не получилось, и даже мне показалось, что гитара вот была как-то лишней, и, наверное, она не очень подошла, может быть, в его версии. Так вот стала немножко такая классная песня в таком классном исполнении, стала немножко заунывная. Но это мое дилетантское мнение, поэтому Саида. Ну, миңа калса гитара бикте яхшы, монда килеште, бу җырга да мин гомумән сокланып карыйм. Менә кешеләргә кем үз берәр нинди уен коралларында уйный ала, чөнки ул чыннан да авыр уйнарга һәм бер үк вакытта җырларга. Шуңа күрә миңа ошады. Вокал яктан да ошап бетте барысы да, ләкин безнең бит вокалда бар шундый ниләр инде, крещендо, диминуэндо дигән сүзләр, монда барысы да крещендо да булды. Шуңа күрә миңа бераз менә шундый моментлар, мизгелләр җитеп бетмәде. Ярар. Раиль, как тебе Ильмир и его крещенды? Правильно сказал, что гитара и вокал это вдвойне сложнее, потому что я сам играю и пою на гитаре, поэтому это плюс балл, конечно же, потому что совместить гитару и пение это сложно. Да, по части песни, наверное, исполнение чуть-чуть, может, скучно было, но в целом подача хорошая, уверенно. Все. Я продолжу тебя и скажу, что большой молодец, храбрый, сел, взял инструмент, включил видео, даже сделал караоке специально для нас. Мы сидели, кстати, подпевали. Спасибо тебе огромное за это. Ну и по поводу вокала уже сказали. Ну, мне, честно, мне не хватило. Мне не хватило немножко уверенности в тебе, что ли. Или вот огонька в глазах. Да? Можно же было? Немножко поувереннее нужно себя вести. Тем более ты снимаешь себя на камеру. Люби себя обязательно. Сам себя не полюбишь, никто не полюбит. А так в целом молодец. Оценочка? Браво. Оценка 4. Раиль?
Я думаю, он учился по моим урокам, но все равно поставлю 4. 4, окей. Дүртле. Дүртле. От меня лично, поскольку вот я свое мнение высказал, от меня, знаете, так. 7-й полуфиналист заключительный, и поэтому за песню 3, за караоке плюс балл, итого 4. Вот так. Молодец. Что ж, пока у нас наша техническая группа сейчас сосчитает, все сложит там, как мы наголосовали. В принципе, мы старались ставить максимально высокий плюс-минус средний балл от всех был, как бы так, где-то больше, где-то меньше, чтобы все решили вы, наши дорогие зрители, за эти 30 минут, когда мы дадим старт зрительского голосования. Пока подсчитываются баллы, я так по очереди сейчас спрошу нашего жюри, как им эти 7 полуфиналистов и что они думают, может быть, среди них есть фаворит. Саида, ничек сема біздің бүгін полуфинал. Полуфинал мен бик ошады. Ну, айтасым килә, мин бу Татарстанда, бу бәйгедә икенче тапкыр утырам жюри буларак. Һәм инде барлык катнашучыларга рәхмәт әйтәсем килә, чөнки алар барысы да тырыштылар бит инде, тырыштылар. Может быть? Юк, күренеп тора. Не по всем? Ну, ярый. Сезгә карагыз, миңа калса тырыштылар. Алар барысы да фәриннәр. Рәхмәт сезгә. Окей. Раиф, каково тебе? Может, чего-то не хватило? Ну, так как это лучший из лучших, получается полуфинал, хотя я здесь впервые сижу, не с чем сравнивать, я на своих эмоциях честно оценил все эти номера. Вот, надеюсь, никого не обидел, все было честно. Если что, все обижены, потом пишут мне в директ. Ты вообще не парься, говори, что думаешь. Надо было вначале это сказать. Я все сказал. Окей. Хороший полуфинал. Ренат, как тебе? Ну, все конкурсанты молодцы, конечно же. Это очень большой шаг отправлять на такие конкурсы свое видео, исполнение. Будь это стихи, будь это песня, будь это танцы. Это называется, что вы уже на шаг впереди тех людей, которые этого не сделали, правильно? Все верно. И ваша уверенность пусть сопутствует вам с каждым годом, и пусть вот эти ваши успехи, они только нарастают. А так вы вообще большие молодцы. Вот такое мнение нашей жюри. Что ж, мы готовы показать оценочки, как же мы проголосовали дружно. Давайте посмотрим на эту картинку. Дарина Зинатульевна 19 баллов, Ильдар Насыров 16, Айсулу Мустафина 20, Асель Салахова 18, Рамазан Сибгатуллин 19, Лариса Ахмадиева 17, Ильмир Заградинов 16. Вот такой вот средний у нас балл получается, плюс-минус, да, у нас там у кого-то и собралось 20 баллов за 4 пятерочки, но, в принципе, в очередной раз мы приходим к тому выводу, что, дорогие зрители, все в ваших руках. Мы готовы дать старт голосования. Наши жюри сейчас предлагаю отсчитать. Давайте по-татарски отсчитаем до 10 до 1, свои специально для тебя. Эйдегіз, біргілеп итіріп, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поехали! Все, голосование стартовало ровно 30 минут, а пока, наши дорогие, если вы как-то пропустили, хотите вспомнить, может не уверены, кого выбрать, за кого проголосовать и отдать свой голос, кого порекомендовать друзьям, мы предлагаем вам нарезочку еще раз вспомнить полуфиналистов нашего 7-го заключительного полуфинала Татарстар Наследие. Смотрим. Урмандагы нәни йортка кереп, килә кабат изрәп йоклыйсың.
Аннан тұрып, қурқа гына әтиемне эзләп табасым. Һәм туйганчы буялып татлы балга бер савытны ялтыратып куясым. Кырга чыгып, пишен җыйган җирдә килә үрле җиләк җыясым. Аннан әниемне сыйларга дип, аның кочагына чабасым. Dünyaga gelgen bugün, dostlarım tebrik etem sizni bugün. Bayram bilen tuğan ay kuk, hakkına ko'nglimdagi pokyan bilan. Tuğan ay kuk, hakkına ko'nglimdagi pokyan bilan. Туган телдә җиңешенә карап сөйләшү, көчле горур сөйләш, кирәк икән хаким телләр торсын гөрләшеп, иремәсен туган телне асыл бойлыкларына шарга. Без ваемсыз булсак, шитатсызлар хазинаңны әзер басарга. Ана телен ватып, бузып, сөйләп, кешелеген генә төшә бит. Корама тел яман шир булып, янга буыннарга күчә бит. Күп телләрне белү яхшы. Başka yarını uylamadı. Бәхетім менің етмеді ұламады. Жанымнан менің сен сызлатмады. Сен менің жүрегімді яралама. Başka yarını uйламады. Бәхетім менің етмеді ұламады. Жанымнан менің сен сызлатмады. Сен менің жүрегімді яралама. Кыяшлы көннәрен көткәндә вакыт дигән гомер тәгәрмәсе туктамый да алга йөгерә булсын диеп яшәгәннәр генә Вот так вот, дорогие зрители, наше голосование стартовало 5 минут назад, и, соответственно, в районе 25 минут остается, чтобы вы отдали свой голос. А если вы участники и хотите, чтобы за вас проголосовали, возьмите ссылочку на это голосование в нашем официальном сообществе и отправьте ее друзьям. Ну что же, а пока мы узнаем, и вы голосуете, кто же отправится у нас в финал, который состоится в это воскресенье в 16:00, уже не онлайн, а на самом настоящем живым концертом, живым выступлением артистов, выступит для вас, ну и для нас тоже немножко, обладатель гран-при Вагапского фестиваля, популярный певец татарской эстрады Ранис Габбазов. Ранис, сәлем. Хәерле кичләр барыгызга да. Бик зур рәхмәт чакырган өчен. Бу кул шабылар сиңа. Эти онлайн аплодисменты. Welcome. Картаябыз инде димәгез, гомер үтәде дип көймәгез. Балаларны күтәрешеп, аныкларны үстерешеп, яшәгез яратылып сөеп. Картаерга вакыт юк диеп. Arutalusuz işləgənsiz, al-yal bilmişə yaşagənsiz. Yaşlıq ütkənin sizməgənsiz, ömür ütkənin külməgənsiz. Qartayağız indi deməgəz, ömür ütədib kiyməgəz. Balalarını kütərişib, anıqlarını üstürüşüb, yaşagız yaratılıb suyub. Qartayırğa vakit yok deyib, yaşagız yaratılıb suyub. Qartayırğa vakit yok deyib. Siz bolğanğa dünyalar matur, siz bolğanğa yemli tanatur.
Yaşagız seni biz yaşlardan Görüp hürmet duyup yaratıp Partayağız indi demegiz Ömürde deyip giymegez Balalarını kütterişip Anıklarını üstürüşüp Yaşagız yaratılıp sıyıp Partayırga vakit yok diye Yaşagız yaratılıp sıyıp Partayırga vakit yok diye Arıtalısız işlegensiz Al yal bilmişe yaşagensiz Yaşlık ütkenin sizmegensiz Ömür ütkenin kürmegensiz Hey! Partayağız indi demegiz Ömür üte deyip giymegez Balalarını kütterişip Anıklarını üstürüşüp Yaşagız yaratılıp sıyıp Partayırga vakit yok diye Partayağız indi demegiz Ömür üte deyip giymegez Balalarını kütterişip Anıklarını üstürüşüp Yaşagız yaratılıp sıyıp Partayırga vakit yok diye Yaşagız yaratılıp sıyıp Partayırga vakit yok diye Kızlarda jittiler Salqın jiler isip Bağrıma üttiler Ömür qoy arada İsken jilde yütken Tik yere qaman yaş Yaz kilganin kıta Ömür qoy Jılıt seni canımı Alıp girsin mina yol algan yazımı Ömür qoy arada İsken jilde yütken Dik yürek aman yer Yaz kilganin kıda Ömür qoy arada İsken jilde yütken Dik yürek aman yer Yaz kilganin kıda nazlar alıp gelir nazlar yaşasan nazlanıp gitmez bizden
yazılar ömür koyarada isken jilde yütken dik yere koman yer yaz kilgenini küte ömür koyarada isken jilde yütken dik yere koman yer yaz kilgenini küte ömür koyarada isken jilde yütken dik yere koman yer yaz kilgenini küte ömür koyarada isken jilde yütken dik yere koman yer yaz kilgenini küte dik yere koman yer yaz kilgenini küte yaz kilgenin küte Tuğan yağın şiye bakşaları kimden saklı iken jillerden şeşek atkan sayın şiyelerin yigirip kaytam yerak jirlerden şiye şiye günler için düşen günler için şulay izlen uçlarım başım olsam eğer bulur bitken şiye üzüme şiye şiye günler için düşen günler için şulay izlen uçlarım başım olsam eğer bulur bitken şiye üzüme Tuğan tufrak üsken jirlerinde şiyelerin tatlı aşıda kimler için şeşek atadıyım gönüllerim haman aşına şiye şiye kimler için düşen günler için şulay izlen uçlarım acım olsam eğer bulur bitken şiye üzüme şiye şiye günler için düşen günler için şulay izlen uçlarım acım olsam eğer bulur bitken şiye üzüme Min qaytqanda apaq bulaşıya min gitkende quyaş şəşəgin Jimişlərin tatıb qarar idim Bilsəm əgər qayşan pişkənim Şiyə şiyə günlər için düşən günlər için şulay izlər uçlarım acım olsam əgər bulur bitken şiyə üzüme şiyə 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 uçlarım acım olsam əgər bulur bitken
Аплодисменты громкие. Раис Бигзур Рахмет. Бигзур Рахмет, сенай. Сізге Бигзур Рахмет. Шақырған үшін тағы бір қабатлап айтасым келе. Шынында да бик шәп тапшыру, бик матур проект. Һәм инде сезгә уңышлар телисем килә. Алдағы елларда шулай матур итеп сезне карап торырга. Бигзур Рахмет, Бигзур Рахмет. Что ж, дорогие зрители, вот так вот мы развлекаем вас, пока вы должны принимать свое ответственное решение в голосовании. У вас до завершения голосования минут 15, наверное, остается 14, даже мне говорят, где-то около того, может поменьше. Мы вам пока еще раз покажем нарезочку наших полуфиналистов, нашего заключительного полуфинала, а вы уже примете свое решение, кого же выбирать. Смотрите. Минем узасым. Урмандагы нәни йортка кереп, килә кабат изрәп йоклыйсым. Аннан торып, курка-курка гына әтиемне эзләп табасым. Һәм туйганчы буялып татлы балга бер савытны ялтыратып куясым. Кырга чыгып, пишән җыйган җирдә килә үрлә-үрлә җиләк җыясым. Аннан әниемне сыйларга дип, аның кочагына чабасым. Dünyaga gelgen bugün, dostlarım tebrik etem sizni bugün. Bayram bilen tuğan ay kut, hakkına gönlümdeki bak yem bilen. Tuğan ay kut, hakkına gönlümdeki bak yem bilen. Туган телдә җиңүчене карап сөйләшү, көчле горур сөйләш, кирәк икән хаким телләр торсын гөрләшеп, иремәсин туган телнең асыл байлыкларын ачарга. Без ваемсыз булсак, шитатсызлар хазинаңны әзер басарга. Ана телен ватып, бузып, сөйләп, кешелеген генә төшә бит. Корама тел яман шир булып, яңга буыннарга күчә бит. Күп телләрне белү яхшы. Başka yarını uyulamada Бәхетім менің ятны тыңламада Жанымнан менің сен сызлатмада Сен менің йөрәгімне яралама Başka yarını uyulamada Бәхетім менің ятны тыңламада Жанымнан менің сен сызлатмада Сен менің йөрәгімне яралама Кыяшлы көннәрен көткәндә Вакыт дигән гомер тәгәрмәсе Туктамый да алга йөгерә Булсын диеп яшәгәннәр генә О, вот так вот для начала мы все громко поаплодируем Раниску, который здесь выступал. Это было классно, это было зажигательно. А вот так вот скажу, если вы только к нам присоединились, то до завершения голосования остается, я вот сейчас обновлю, чуть больше 8 минут. Это
раз. А во-вторых, если вы только к нам присоединились, неожиданно наш такой последний, заключительный полуфинал в этом сезоне, и спросите, что же за голосование, а я вам расскажу. Да, дорогие жюри, придется терпеть, я заново сейчас все, что вначале рассказывал, я сейчас заново расскажу. Это шоу «Татарстар. Наследие». Вот там вот написано. Это 3-й сезон шоу «Татарстар», но у него есть небольшое отличие от сезонов предыдущих, что здесь все должно быть на татарском языке. Кроме нашей речи, поскольку мы вещаем на всех, лишь бы нас, главное, чтобы понимали, а у вас вот такая вот история. Смотрите, у нас можно там прислать было стихотворение, танцы и песни. И все это на татарском языке. Единственное было такое вот небольшое лайфхак, небольшой такой вот, проскользнуть было мимо, можно было мимо правил, это если вы танцуете по татарскому музыку, как сегодня у нас была одна из полуфиналисток из Уфы, она танцевала по татарскому музыку, но далеко не татарский танец, вот собственно. А если же вы спросите, за что бьются эти участники, которые присылали заявки сначала на отборочные, потом в полуфинал заново все это перезаписывали, переделали, а сражаются они вот за что? За третье, сейчас я потянусь к своему волшебному ящику. За третье место вот такой вот чудесный iPhone 11, да, на 128, черненький. За второе место финалист, который в финале займет второе место, участник получит iPhone 12, вот такой вот цвета белого. И победитель получит такой вот серебристый 12 Pro Max Super Safe Шмейв, прям самый, короче, в общем, мы успели специально, чтобы в тот момент, когда вы его выиграете, то есть финалист, это еще был самый крутой iPhone. А потом уже через неделю он перестанет быть самым крутым, но это не отменяет того факта, что если наши призы перевести в денежный эквивалент, получится весьма-весьма весомые призы. Вот так вот мы решили порадовать вас в этом году. А что же, пока мы ждем завершения вашего, дорогие зрители, голосования, пока пообщаемся немножко с нашими жюри и спросим, что у них нового, может новости, отрекламировать что-то. Саида. Так уж и быть, я переключусь сейчас на русский язык. Рахмет. Ненадолго. Ну что у меня нового? Я жду клип. Он в процессе монтажа на песню «Я Ширин Сию». По-русски это «Скрытая любовь». Ох ты ж! Да. Ждем клип, так как он снимался 2 дня, и, честно сказать, это такой... Говори, что снимался 22 дня. Нет, 2 дня говорю, но это был очень тяжелый процесс, поэтому я с нетерпением жду клип, и, конечно же, хочу представить его всем зрителям. Потом мы делаем альбом, который будет состоять из только татарских народных песен. Класс, класс. Да, мы тоже этим процессом занимаемся. Какой-то аранжировки в новом прочтении или прямо в оригинале? Нет, в оригинале. Все, есть. Потому что это все теряется, поэтому нужно в оригинале сохранять. Я так думаю. Ну и мы работаем над еще одним альбомом, там уже будут мои песни, которые сочиняют мне композиторы. Вот. А еще скоро у нас выйдет песня совместно с Эльмиром Низамовым. Я осуждал, что... А еще я продаю электросамокат. Нет. Нет, смотри, хорошо, где все это можно будет посмотреть? Везде, у меня в Инстаграме, у меня ВКонтакте, у меня на Ютубе выйдет клип, у меня есть свой Ютуб-канал. Сейчас Исраиль напрягся такой Ютуб. Нет, у меня не как у него столько много подписчиков, но тем не менее у меня есть своя аудитория, она больше зарубежная. Все, класс, давайте скажем, как тебя найти в Инстаграме, вот мы потом еще напишем где-нибудь. Саида Нур 4. Саида Нур 4. Вот первые 3 прям вот мимо, на них не обращайте внимания. Саида Нур 4. 4, да. В Ютубе Саида Мухаммаджан. Ну, легче через Инстаграм будет. Ладно. Ладно, есть, давайте поаплодируем вот так вот продуктивно. Да. Раиль, что у тебя? У меня... Давай так, сколько у тебя суммарно просмотров всех видео? Всех видео? Да. Ох, давно не смотрел на это. Ну, примерно. Блин, можно посмотреть, если что, прямо здесь. Хорошо, давай мы пообщаемся, потом ты в процессе посмотришь. Я не помню, честно, очень много. Каждый месяц примерно 5 миллионов. Ого! Что ты там делаешь? Давай тогда расскажи, что нового можно посмотреть. Там, как я вот съездил в Москву, Питер, Карелию. Не просто так, помимо того, что были в Москве и в Питере концерты сольные, мы там снимали контент. Москва, Питер. У меня есть рубрика, где я на улицу подхожу к людям, с гитарой, конечно же, и исполняю любую песню, которую мне называют. Я это делал в этот раз с Раимом Триггером, участником «Голоса», он играет на мелодике. Мы впервые сняли такой контент, мы удивляли людей. То есть я запеваю песню, которую там называют Дима Билан. Раим достает дудку, и люди удивляются. Реакция — это самое важное на ютубе. Ее можно добиться или на улице, или в чат-рулетке. То есть я наснимал кучу материалов, все это выкладываю у себя на канале «Хижина музыканта».
Последний ролик пока набрал, сколько там, 1170. Нормально, Вот. неплохо, неплохо. Да, ну пока просели, но я думаю, к зиме будет нормально. Это все, что касается блогинга, но параллельно я выпускаю собственные треки и клипы, поэтому готовится целый альбом. Это тоже где посмотреть, где послушать? Это можно послушать абсолютно на любой площадке, если набрать латиницей Арслан. То есть мой ник, под которым я выпускаю песни. То есть это все современные Spotify, Яндекс.Музыка, Да, все вот абсолютно эту историю, прям везде. Арслан набираем и... Да, и на ютубе можно, там клипы есть и так далее. Все, круто, но главное, зайдите на канал, подпишитесь, поставьте Канал колокольчики, Хижина Музыканта в инстаграме Раиль Арсланов. комментируйте, это все Хижина Музыканта, аплодисменты. Спасибо. Ренат, что у тебя, чем поделиться, чем порадовать, что отрекламировать? Я рекламировать ничего не буду. Почему? Потому что все идет своим путем, своим чередом. Я всегда говорю всему свое время. Ну, конечно же, я работаю на сегодняшний день над новыми татарскими песнями. Их очень много. Сейчас мы потихоньку, постепенно идем к тому, что я начну их уже алаберсе выпускать. Ну и, конечно же, у меня есть 2 русские песни. Одна уже готовая. Пока думаем, в какое время выпустить, потому что песня немножко летняя, а сейчас уже так как зима, может, будет не актуально, так что ждем, не знаю, чего ждем, но чего-то ждем. А вторую песню «Алаберсе» я начну уже записывать в скором времени, и, надеюсь, тоже получится не менее красивым, как остальные мои песни. Современные, молодежные, в какой-то степени душевные. Самое главное, я считаю, в каждом деле, в каждом вопросе, который ты решаешь, вот душевное состояние должно быть. Если душевное состояние спокойное, творческое, то, мне кажется, безумное что-то получится. Из того, что мы Где делаем. послушать, куда зайти, где подписаться? Где послушать? Практически все музыкальные площадки. Во всех музыкальных площадках это Яндекс.Музыка, Google. Ну, в общем, практически все, по-моему, кроме Спортфит. Да? Все, кроме Spotify, Да. да. Вот, а в Инстаграм, и у меня есть YouTube-канал, в Ютубе можно посмотреть мои клипы. Кстати, давно не снимала клипы, я прям очень хочу сделать прям просто крутую фотосессию и снять алаберсе тоже клип, но я к этому стремлюсь, и алаберсе я это сделаю. А в Инстаграм меня можно найти как Рената Тей, только Рената через И. Все, Рената.Тей, вот. Рената.Тей, в Инстаграме подписываемся и ждем. Мы же от всех фотографической группы поаплодируем нашему жюри. Вот, и, кстати, тут я, наверное, честно не совру, если я скажу, что это самое продуктивное жюри. Никого не хочется обидеть, тех, кто приходил к нам в гости до этого. Все такие, да, у нас там что-то выйдет. Там. Да я тоже как бы думал, 2 минутки, нам время надо потянуть, дай-ка спрошу, у них может что-то есть, как раз голосование закончится. А они тут альбомы, клипы. Молодцы. Класс. Вот. Спасибо. Очень круто. Что ж, голосование завершается. Предлагаю тогда теперь уже отсчитать от 10 до 1 теперь по-русски и скажем на этом стоп. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стоп. Все, чисто. А вот теперь же окончательный громогласный я смогу повторить. А все. А раньше надо было. 4-й сезон Татарстар, 4-й, может будет, а может нет. А вот раньше надо было думать, присылать свои заявочки и участвовать и сражаться за наши призы. И, конечно же, финал 19 числа в 16:00 на тех же площадках в официальном сообществе республики, в Татарстар, ВКонтакте, в общем, везде, в любом поисковике набирайте Татарстар, там будет ссылочка, и почти наверняка, на 99,9%, там будет эфир нашего финального выпуска. Жюри у нас будет прям классное. Не такое крутое, как сегодня, но очень-очень тоже неплохое, поэтому лишь только потому стоит посмотреть, что в жюри у нас будет Салават Фатхетдинов, один из членов жюри, остальных мы вам пока еще не расскажем. Что ж, еще раз скажу, победитель iPhone 12 Pro Max, кто займет 2 место, серебряная такая медаль, и серебряный, белый, если быть точнее, iPhone 12 за 2 место, и за 3 место iPhone 11, такой черненький, темненький, классный, красивый. Если вы отдали свой голос и думаете, а что же было до этого? До этого было 6 отборочных выпусков, где в каждом из них было по 10 участников. А тут мы выбирали непосредственно полуфиналистов, и в каждом полуфинале, кроме сегодняшнего, было по 6 участников. И, собственно, в этом было 7. И из каждого полуфинала у нас по 2 человека отправляются в финал, который, еще раз повторю, чтобы вы не забыли зайти посмотреть. В воскресенье 16:00. Смотрим, также все голосуем. Что же, мы пока подсчитываем
Сколько там еще? По минутке подскажите. Буквально 1 минуточку остается проголосовать, а пока я скажу. А вот честно, вот, а вы зашли в зрительское голосование? Мы ВКонтакте. зашли. За кого проголосовали? Мы просто посмотрели, знаешь почему? Мы подумали, а вдруг мы неправильно сделаем, потому что мы же свои голоса уже тут отдали, то есть добросовестно. Если бы мы это делали за стеной, это бы получилось как за спиной, понимаешь? А я проголосовал. Вот ты, значит, все делаешь за спиной, а мы настолько справедливые, представляете? Мы просто Да мы просто посмотрели. Я настолько могу сказать, что я этого не делал за спиной, я проголосовал за танец под песню Эллен Грея. Так что ничего не за спиной. Зашел ВКонтакте, нашел голосование, проголосовал, но, судя по всему, пока я болтал, я не опоздал, и, по-моему, она закончилась. Но я бы проголосовал так. Так, что же, больше всего у нас зрительского голосования набрал участник под номером 4, потом вот так. Собственно, мы, наверное, сейчас, покажем. Не будем откладывать долгий ящик. А давайте так. Вот вы решили без моих вводных слов. Тем не менее, в финал отправляются Айсулу Мустафина, суммарно 26 баллов, и Асель Салахова 25 баллов. Это наши финалисты. Аплодисменты им большое. Вот. Есть. Что же наши... Что? Мы еще раз можем посмотреть. А давайте посмотрим еще разочек тех, кто у нас вышел в финал. Смотрим. Йортқа кіріп, келе қабат изреп йоқлайсың. Оннан тұрып, қорқа гына әтиемне ізләп табасым. Һәм туйған Ендер бүген Җибраил шәфкать канатын дөньяга җәйген бүген Җибраил. А вот так вот мнение наших зрителей абсолютно непредвзято, и они решили проголосовать так. Что же, это их выбор, на этом строить наше шоу. А теперь еще раз хочу поблагодарить наших жюри, только зачитать, собственно, то, как у меня здесь написано, со всеми их регалиями. У нас сегодня в гостях была великолепная лауреат всероссийских и международных конкурсов, солистка Казанской городской филармонии Саида Мухамедзянова. Саида, аплодисменты! Музыкант, автор песен, автор самого крупного YouTube-канала в Татарстане. YouTube-канал называется «Хижина музыканта», выпускник Казанской консерватории Раиль Арсланов. Вот здесь вот так вот просто скромненько написано, но тем не менее обворожительная, дружелюбная, и мы всегда ей рады, популярная певица татарской эстрады Рената Тей. Спасибо! Вот так вот, а если лично от себя, с вами был ведущий Нияз Хайруллин, мы увидимся с вами в воскресенье. Но поскольку мы уже больше никого не будем отбирать, я, наверное, выкажу то мнение, которое наши жюри говорили неоднократно в течение нашего сегодняшнего выпуска. Дорогие участники, если кто-то на протяжении сезона случилось так, что не вышел в финал, или случилось так, что даже не прошел в полуфинал, очень, наверное, как-то сейчас так вот с высокого, с барского плеча прозвучит: не расстраивайтесь. Нет, я хочу вам сказать, и вот люди, которые занимаются творчеством, подтвердят, что вы уже молодцы. В тот момент, когда вы увидели, что где-то принимается сбор заявок, что куда-то можно отправить свою заявку, и записали видео, возможно, не самое удачное, возможно, не самое лучшее, возможно, может быть, даже плохое видео, которое вам сейчас уже кажется, но вы перешагнули себя, вы это сделали, вы отправили это видео на конкурс в надежде, что вы победители пройдете дальше, или просто в надежде, что вас заметили и вы станете лучше. Откликайтесь на все вот такие возможные шансы, которые вы увидите, и уже в любом случае, в тот момент, когда вы записали видео и нажали кнопочку «Отправить», вы уже тогда стали большими молодцами. Поэтому всем участникам нашего 3-го сезона большое спасибо, вы все искренне большие молодцы. Ну что ж, зрителям, вы у нас отдельно большие молодцы, что смотрите, голосуете, без вас бы этого шоу не было. Со всеми вами, наши дорогие, вот там вот за экранами, за вашими десктопами, за вашими телефончиками, мы встретимся в это воскресенье в 16:00 на тех же площадках Татарстан наследие, 3-й сезон, финал. Бізге бик зур рахмет, сау болыңыз, пока. Вот.